эфире новости. Студия Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Минздрав России получил документы для регистрации третьей вакцины от COVID-19. Какие важные социальные объекты построят в Мегино-Кангаласском районе в ближайшее время? Нижний Бестях посетил представитель Фонда содействия реформированию ЖКХ России. Как жили потомки народа Саха? Об этом расскажет новый проект музея «Россия. Моя история». Минздрав получил от центра имени Чумакова документы на регистрацию вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по 3 различным технологиям. Михаил Мурашко отметил, что это, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19. Случаев отказа от вакцинации в Якутии нет. Тем не менее, разъяснительную работу среди населения о важности прививки необходимо продолжать. Об этом и многом другом рассказал глава региона Айсен Николаев в прямом эфире телеканалу «Россия-24». В частности, коллег в Москве заинтересовал вопрос, сколько уже якутян получили прививку от коронавируса. Глава ответил, что на сегодняшний день первую дозу вакцины получили свыше 3000 жителей, а вторую – более 800 человек. Также Айсен Николаев сообщил, что вакцинация будет проходить в 43 пунктах. По ним у нас тоже специальные программы разработаны. Мы считаем, что в этих случаях, конечно же, будут работать выездные медицинские бригады. Они у нас уже укомплектованы. Самая, еще раз говорю, главная задача – это вот сохранение условий хранения вакцины, которые достаточно жесткие, так, и мы должны полностью отработать весь механизм, чтобы при доставке ее, в том числе в труднодоступные наши населенные пункты, условия хранения никоим образом не нарушались. Более подробно о том, как проходит массовая вакцинация населения в Якутске, расскажет Петр Васильев. Замер температуры, сатурации и проверка контакта с больными. Только после этого можно получить прививку от COVID-19. Медучреждения республики уже приступили к массовой вакцинации населения. Новая партия из 22 тысяч доз вакцины «Спутник Ви» пришла в регион во вторник. Я переболела коронавирусной инфекцией в мае. Так как прошло время уже, ограничительные меры прошли, я уже прививаюсь, так как я уже не хочу повторно заболеть. Первый раз довольно тяжело все протекало. И дальше я уже буду защищаться. В целом в Якутию поступают 2 вида препарата – гамма-ковидвак и эпивак-корона. Все они показали высокую эффективность в профилактике коронавирусной инфекции. Первая создана на основе аденовирусной инфекции. Она проникает в клетки и стимулирует в них клеточный иммунитет. Эпивак-корона пептидная. После ее получения у человека вырабатывается иммунитет к различным антигенам. Сейчас на данный момент у нас должна начаться вакцинация гамма-ковид-вак, спутник вида Института Гамалеи. Прививка ставится взрослому населению старше 18 лет. Всем желающим, у кого нет противопоказаний. После получения прививки пациент еще 30 минут наблюдается врачом. Затем он самостоятельно заполняет паспорт получателя вакцины на сайте госуслуг. Через 21 день ему ставят второй компонент вакцины. По всей стране эта вакцинация добровольная. И, на наш взгляд, работодатели должны понимать, что есть, конечно, зоны, где вакцинация обязательна. Есть даже федеральный закон с предусмотренной мерой ответственности. Но, на наш взгляд, самое главное не заставлять, а правильно доносить информацию, убеждать и показывать те приоритеты, те, наверное, положительные черты именно от вакцинации. В Якутию до конца февраля поступит порядка 70 тысяч доз вакцины от COVID-19. Получить прививку максимально просто. Нужно убедиться в отсутствии противопоказаний, а потом записаться в поликлинику по месту жительства. Главное, как отмечают врачи, это приходить вовремя по строго установленному графику и не создавать массового скопления людей. Здравствуйте, я на вакцинацию. Петр Васильев, Илья Сыромятников, Якутск. В эти дни вакцина от коронавируса должна поступить в Тампонский район. Вакцинация будет проходить в Центральной районной больнице. Подробности у нашего корреспондента Марины Винокуровой.
Сегодня в инфекционном отделении находится 11 человек. Один пациент в тяжелом положении в палате интенсивной терапии. В провизорном отделении 1 человек. На амбулаторном лечении 15 больных, из них 4 ребенка. Заражение в основном носит семейный характер. Большая часть выявленных больных проживает в райцентре в поселке Хандыга. Чаще всего это люди среднего возраста, пожилые, входящие в группу риска с различными хроническими заболеваниями. Ожидается поступление 1100 доз вакцины гамма-ковид-2 против новой коронавирусной инфекции. В первую очередь будут привиты работники медицинских организаций, также силовых структур и социальных служб, также еще педагогических сотрудников. Вакцинация будет проводиться в условиях Центральной районной больницы под наблюдением медицинских работников, для которой необходимо будет записаться через поликлинику по месту жительства. По мере поступления вакцины, согласно предварительной записи, граждане будут приглашены для ее получения. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. План завоза грузов по автозимнику в Якутии выполнен на 26%. Благодаря устойчивым морозам все региональные зимники открыты. Об этом нашему телеканалу сообщил первый зампред правительства Алексей Колодезников. Есть проблемы по межмуниципальным дорогам в Алайховском и Устьянском районах. Например, до села Тумат зимник еще не открыли. Эти районы находятся на контроле властей. В том числе на контроле держит и перевозку газоконденсата в Соскылахе в связи с осенним инцидентом на складе. Первый вице-премьер призвал всех перевозчиков и теплоснабжающие организации к слаженной работе до завершения завоза грузов до мест назначения. Договорные кампании по перевозкам все прошли, по содержанию автодорог тоже. Есть вопросы, связанные с тем, что нам все-таки надо сейчас организоваться, потому что мы понимаем, что после таких низких температур могут появиться наледи на многих участках автозимников. И здесь, конечно, зависит от слаженной работы дорожных служб, от наших предприятий, от перевозчиков. Но мы готовы выполнить объем запланированный, чтобы обеспечить жизнедеятельность нашей республики. В Нижний Бестях с рабочим визитом прибыл заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ России Тамерлан Аджиев и директор экспертно-аналитического департамента Олег Радченко. Делегация ознакомилась с ходом строительства многоквартирного жилого дома в поселке и осмотрела канализационно-очистную станцию. Артур Старостин с подробностями. Канализационно-очистная станция – один из объектов, введенных в эксплуатацию в декабре прошлого года в поселке Нижний Бестях. Руководители фонда ЖКХ Российской Федерации оценили объект как перспективный в дальнейшем расширении. Это позволит нашему руководству добиться финансирования из федерального бюджета дополнительного строительства магистрали канализационно-очистного сооружения в поселке Нижний Бестях. В ходе совещания с руководством фонда содействия ЖКХ в городе Якутске было подано заявление на строительство канализационно-очистного сооружения в селе Майя. Хочется сказать, что наш улус Мегино-Кангаласский выделен особняком среди ряда муниципальных образований нашей республики как пионер в сфере канализационно-очистных сооружений и как пионер с опережающим фактическим вводом жилья по программе переселения с ветхого аварийного жилья. Со стороны руководства сегодня получено задание, чтобы подготовить всю документацию, которая может быть прозрачной, перспективной, порядка 5 лет. Кроме того, наряду с другими районами было заявлено финансирование для строительства 2 котельных в населенных пунктах Мегино-Кангаласского района. Делегация ознакомилась с ходом строительства многоквартирного жилого дома в поселке Нижний Бестях. Здесь ведутся ремонтные работы внутри здания. Как уверяют строители, буквально через 3 недели завершат объект. Устанавливаем межкомнатные двери. Выше этажей уже начали потолки красить. Наливное поле, где вот у нас царапинки туда-сюда, выравниваем поли, под линолеум готовим. Почти у нас здание готово. На сегодняшний день у Фонда содействия по реформированию жилищно-коммунальным хозяйствам по линии финансирования существует лимит порядка 700 миллионов рублей. И поэтому проектно-сметные документации с экспертизой по заявленным объектам должны быть предоставлены уже через полмесяца. И к этому сроку есть предположение, что, возможно, войдет в программу федерального финансирования строительства 2 котельных в Мегино-Кангаласском районе. Артур Старостин, Мегино-Кангаласский район.
Как жили потомки народа Саха, чем питались, как охотились и как выживали в суровых условиях? Ответы на эти вопросы подготовили специалисты Музея России «Моя история». Они запустили проект под названием «Воссоздание старины». Уже отснято 15 видеосерий, они набирают по несколько сотен просмотров на официальном YouTube-канале музея. И уже скоро выйдет еще одна серия. Лук делали, самострел, вот одно из последних. Мы жвачку якутскую делали из березы. Вот это тоже очень интересно было. У нас как раз тут дерево двудорожника свалили. И из березы у нас именно получилось сделать очень интересный, кстати, проект был. Проект всегда нам интересен, так как нам самим интересно делать все это. И вот сделали муку, и с этой муки испекли якутскую лепешку прямо в камельке. И после этого, пошло-поехало, людям понравилось. Первый региональный конкурс субсидий для создания туристической инфраструктуры проведут в Якутии. Об этом сообщила министр предпринимательства, торговли и туризма республики Ирина Высоких. Предусмотрено финансирование из республиканского бюджета в размере свыше 7,5 миллионов рублей. Одно из обязательных условий участия – наличие уже разработанного проекта, сметы, земельного участка в аренде или собственности. Условия софинансирования не менее 20% от суммы запрашиваемого гранта от предпринимателя. Максимальная сумма субсидий может достигать 1 миллиона рублей. К этой минуте у меня пока вся информация. Берегите себя, носите маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию. До встречи.